Это «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 10 октября – Всемирный день психического здоровья. Этот день был установлен по инициативе Всемирной Федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Как сохранить здоровье психики, от чего это зависит? Такова тема разговора сегодня. Гость в студии Олег Припузов, главный внештатный специалист, психиатр Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Олег Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот что входит в понятие психического здоровья? Ну, это как бы известный термин, что психическое здоровье – это состояние психического благополучия, которое позволяет справляться со стрессовыми ситуациями, жить полноценной жизнью, общаться и работать. Надо сказать о том, что нарушение психического здоровья – это такое понятие, оно предполагает, конечно, наличие психических расстройств и расстройств поведения, инвалидизации, и нарушений характера и другие различные вещи. Надо сказать, еще я хочу добавить, что вот в этом году, так-то с 2002 года День психического здоровья в России проводится, а в этом году он посвящен трудовым отношениям, то есть психическому здоровью в рабочих, в трудовых коллективах. Ну вот в чем отличие психического и психологического здоровья? Вроде бы термины схожие, но отличия явно есть. Да, конечно, с нашей точки зрения, конечно, есть отличия. Значит, во-первых, психическое здоровье – это отсутствие различных психических расстройств или расстройств поведения. То есть, когда у человека нет никаких заболеваний этой сферы, они могут, конечно, тяжелыми, эти заболевания быть, такими как шизофрения и другие различные состояния, да? А бывают, большая часть из них, это, конечно, состояния значительно более легкие в какой-то мере, да? Депрессии, тревожные состояния, невротические, но которые уже достаточно серьезно распространены. И, как говорится, как Всемирная организация здравоохранения определяет, что 25% населения в какой-то момент своей жизни страдает каким-либо психическим расстройством. В течение длинной жизни. Поэтому психологическое же здоровье – это состояние внутреннего благополучия, когда человек может реализовать себя. Он может жить полноценной жизнью в семье, реализовать себя на работе, проявлять свои позитивные эмоции, радоваться жизни. То есть тут мы не ставим вопрос вообще о психических заболеваниях каких-то. И надо сказать, что психическим здоровьем, конечно, занимаются врачи-психиатры, психотерапевты, а психологическим здоровьем, помочь его сохранить, помогают психологи. А вот существует ли связь между физическим и психическим здоровьем? Могут ли, например, какие-то нервные потрясения стать причиной заболеваний? Да, конечно же, потому что когда человек в течение своей жизни находится в стрессовой ситуации, он проявляет различные эмоции. Это горе, страх, беспокойство, тревогу, депрессивное состояние, злость, ненависть и так далее. И если человек психологически недостаточно здоров, и когда он не может какими-то способами преодолевать эти ситуации, переживать их, держит их в себе тем более, то тогда он разрушает изнутри свой организм. И возникают психосоматические заболевания. Они могут в разных сферах. Прежде всего, конечно, заболевания желудочно-кишечного тракта, это, скажем, гастриты, язвенная болезнь желудка, это заболевания дыхательной системы, бронхиальная астма, это заболевания кожные, очень часто бывают. На первых этапах это может быть просто проявлением болезни, хотя никакой субстанции под ней нет, да? А потом оно действительно может быть, уже стать серьезным заболеванием. А с другой стороны, конечно же, физическая культура, спорт, образ жизни очень влияет на профилактику психологического состояния и психических расстройств в том числе. Поэтому взаимосвязь тут, она такая двойственная, двусторонняя точнее. Какова взаимосвязь между психическим здоровьем и трудовой деятельностью? Необходимо сказать, что мы большую часть жизни, можно сказать, проводим на работе. Да? Поэтому очень важно, как у нас построена работа, какой руководитель,
как он строит вообще работу, как взаимоотношения с людьми. Это важно, как люди между собой в коллективе строят взаимоотношения. Нет ли дискриминации, какой-то стигматизации. Ну, дискриминация — это может быть в части там, наличия каких-то психических расстройств у человека, либо там, по другим признакам. Вот. И если вот этот, ну, и, может быть, не соблюдается охрана труда где-то, это тоже важно. Когда превышается рабочий день, люди перерабатывают, не отдыхают своевременно. Это все, конечно же, влияет и на психическое, и на психологическое здоровье. И поэтому вот на рабочем месте очень важно соблюдать все эти правила. Мгм. Ну вот на какие симптомы, да, может быть, следует обратить внимание, да, как можно понять, да, что вот у человека началось расстройство психики, уже, может быть, пора или к специалисту обращаться. То есть, наверное, в первую очередь, это если человек не может сам преодолеть, да, как вы уже отметили, какие-то напряжения, ну, какое-то напряжение, например, на работе, да? Конечно, часть заболеваний психических, оно может для человека, ну, человек может быть недостаточно критичен к ним. То есть он не понимает, что он болен, но это очень небольшая часть психических расстройств, тяжелые заболевания, о которых мы сейчас подробно говорить не будем. Обычно на нее обращают внимание родственники, и родственники приводят вот такого человека. Неадекватное поведение замечают уже. Да. Это галлюцинации, бред, там, нарушения сна тяжелые, нарушения настроения. Вот. А большая часть, конечно, психических расстройств и расстройств поведения — это те состояния, которые человек осознает. То есть у него возникает бессонница, у него плохое настроение, возникают тревожные состояния, невротические различные, страхи, значит, и другие различные расстройства, от которых человек очень страдает. В этом смысле это тоже тяжелые заболевания. И он ищет специалиста. Ну, потом позже мы скажем, где мы можем в республике нашей получить эту помощь, а мы действительно ее получить можем. Вот. Что касается вот работы, я вот чуть-чуть тут остановлюсь на рабочей обстановке. Конечно же, возникают на работе всегда какие-то стрессовые ситуации. Возникают непонимания между людьми. Все люди разные, с разным характером. И вот дело как бы руководителя, там, кадровой службы, да, преодолеть эти разногласия. То есть тут правильно выстроить коллектив, какие-то групповые взаимоотношения должны быть правильные, кто с кем работает, как люди друг с другом общаются. Вот. И если вот все это правильно выстроено, то значит могут в этом коллективе люди преодолеть все эти проблемы и не заболеть, скажем, или не пострадать каким-то образом. Ну и, конечно же, необходимо что сделать? Это проводить различные как бы общение между людьми в неформальной обстановке. Конечно же, без алкоголя, да, то есть тут мы говорим об отказе от вредных привычек. Вот. И обращаться к профессиональным психологам, которые могут проводить тренинги, коллективные и групповые тренинги, индивидуальные, которые могут вот решать эти проблемы. То есть, в принципе, желательно, чтобы была возможность в коллективе у человека каким-то образом попасть вот к психологу и получить профессиональную помощь. А вот может ли, например, да, расстройство психики передаваться коллегам? Да? То есть, например, у одного человека ярко выраженное расстройство психики, он может заразить, так сказать, свой коллектив такими настроениями. Да, ну заразить как бы в смысле там передать настроение, передать вирус это невозможно, потому что это не заразное заболевание, да. Но в смысле того, что человек может нарушить баланс в коллективе, это вот это такое возможно. Вот, но это не значит, что его нужно уволить, да? Нужно как-то вот постараться эти взаимоотношения урегулировать и оказать там, в том числе и профессиональную помощь в каких-то случаях. А вот как сохранить и укрепить психическое здоровье? Да, ну мы говорим о том, что есть первичная и вторичная, третичная профилактика. Первичная профилактика психических расстройств — это, конечно же, здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек. Это достаточная физическая активность, физкультура, спорт. Это комфортные взаимоотношения с людьми в семье, на работе. Но для этого, конечно, необходимо работать над собой. Это очень важно, потому что мы же понимаем, что у всех людей разные характеры. Мы говорим о том, что есть понятие как акцентуация характера, когда характер особенный, да, но он как бы не выходит за грань нормы, и он не мешает человеку функционировать. А есть расстройство личности, когда эти характерологические особенности столько выражены, что они вот нарушают жизнь человека.
Вот. Поэтому в этом плане все нужно учитывать и соответствующие меры предпринимать. Конечно же, есть вторичная профилактика, когда болезнь на легкой стадии, на начальной, и там возможно помочь, но это только специалист может сделать. Ну, третичная профилактика тоже людям с тяжелыми психическими расстройствами. Это тоже медикаментозная, психотерапевтическая, медико-психологическая помощь. Ну вот какие меры входят в нацпроект здравоохранения, вот, если говорить о психическом здоровье? Да, ну вот непосредственно такого в нашем нацпроекте раздела нет по психическим расстройствам. Мы работаем по другим программам. Из нацпроекта взаимодействуем мы только в части цифровизации, да, информатизации. А так в прошлом году был принят новый порядок оказания помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, принят новый порядок диспансерного наблюдения при этих состояниях. И в рамках этих документов у нас изменилась структура психиатрической службы, прежде всего для помощи при пограничных расстройствах. Поэтому появился психотерапевтический центр в городе Якутске, появились и в Якутске, и в части районов кабинеты медико-психологической помощи, где работает психотерапевт, и появилось множество кабинетов медико-психологического консультирования, где работают медицинские психологи. Для того, чтобы с учетом реалий современной жизни, когда эти состояния выходят на первый план, а какие состояния? Это депрессивные состояния, тревожные, невротические состояния, состояния бессонницы. Когда человеку не обязательно идти в психоневрологический диспансер, в психиатрическую больницу, а он может обратиться к психотерапевтам, медицинским психологам и там получить профессиональную помощь. Для этого такая структура была создана. Конечно, ее надо развивать еще, особенно в районах нашей республики, готовить кадры, но эта вся работа такая проводится. И сейчас мы разрабатываем новую программу в рамках стратегического указа главы республики Саха-Якутия по улучшению ментального здоровья населения. Ну и где можно получить консультацию психолога, куда обращаться в случае психических расстройств? Во-первых, я должен сказать, что у нас есть круглосуточный телефон доверия, он, конечно, на всю республику действует, поэтому в любое время вы можете позвонить 8 800 222 1407, либо по телефону 507 967. Это анонимная помощь и детям, и взрослым. К психиатрам можно обратиться в диспансерное отделение Лермонтов 178/1 с утра до 6 вечера, в том числе в субботу. Это запись по телефону 122, по нашему единому номеру здравоохранения. Психотерапевтический центр у нас находится на улице Федора Попова, 16/4. Там сейчас врачи, психотерапевты, медицинские психологи принимают после осмотра психиатра. В дальнейшем мы будем расширять эту помощь, чтобы человек мог уже и напрямую обращаться. Но участники специальной военной операции, члены их семей, они могут обращаться напрямую в любое время, и там их без очереди, но бесплатно, естественно, примут и окажут всю необходимую помощь. И что касается районов республики, то в центральных районных больницах в большинстве есть кабинеты медико-психологического консультирования, кабинеты психиатра. Ну что ж, от психического здоровья зависит действительно очень много. Олег Алексеевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успехов в работе. Спасибо большое. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.